الحمد لله عظيم الإحسان واسع الجود والفضل والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد عباد الله وربы Аллаха. Рассказывает Абу Дарда, ради Аллаху та'аля ан, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалам. Говорит он, сидели мы и обсуждали такой вопрос, как бедность. Мы выражали опасения, тревогу, обеспокоенность по поводу бедности. И вышел пророк, алейхиссалату вассалам, и сказал: «Аль-факра тахафун». Неужели бедности вы боитесь? «Валлази нафси биядихи, латусаббанна алейкум ад-дунья сабба, хатта ла юзига кальба ахадикум изагатан илля хи». Клянусь тем, в чьей руке моя душа, прольются на вас мирские блага ливнем обильным, так что только-то они, эти мирские блага, и совратят сердца некоторых из вас. Именно они, а не что другое, совратит сердца некоторых из вас. وَإِمَّ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءً. Клянусь Аллахом, я оставил вас на ясном, широком пути, где день и ночь одинаковы. Религию эту вам оставил, которая разъясняет все вопросы. И кто держится за нее во всем, тот будет наставлен во всем к самому лучшему. О, рабы Аллах, этот хадис Абу Дарда, этот его рассказ, он напоминает нам об одной вещи, которая называется аль-факр, то есть бедность. Бедность, которая является страхом, которая является беспокойством, тревогой, мучающей многих людей. Многие люди мучаются страхом перед бедностью, боятся того, что их постигнет бедность. И это заставляет их тревожиться, особенно если такой период у них в жизни, когда Аллах Субхану ва Тааля испытывает их каким-то недостатком в имуществе, недостатком в плодах или в деньгах. И вот когда случается это, у человека возникает страх перед бедностью, или бывает период такой в жизни, когда у него бедность, начинают люди искать способы, а как избавиться от бедности? Лечение этого состояния, как быть, как пройти, перейти, перешагнуть, преодолеть вот это вот затруднение в жизни. Но, как сказал пророк, алейхиссалату вассалам, ведь не случайно он здесь сказал сподвижникам: «Я оставил для вас такой путь ясный, где день и ночь одинаковы». То есть, это благословенная религия, великая религия, она дает, о рабы Аллаха, решение всех проблем, преодоление всех критических ситуаций. Если Аллах тебе поможет держаться за эту религию, то значит ты будешь, как мы сказали, во всех делах направлен к самому лучшему. Любое испытание, которое придет к тебе, если ты будешь решать через Коран и Сунну, значит ты решишь наилучшим образом. Будет дано тебе избавление от этого. Поэтому обязательно во всех проблемах, о рабы Аллаха, во всех ваших несчастьях и бедах, ответ ищите там. В книге Аллах и в Сунне пророка, алейхиссалату вассалам, там есть все. Ответы на все вопросы. О рабы Аллаха, подавляющее большинство людей, у них страх силен перед бедностью в каком значении? Мало имущества, мало денег, мало средств. Многие люди боятся именно вот этого вида бедности. Но, рабы Аллаха, есть такая бедность, которая страшнее, чем эта бедность. Гораздо страшнее. И на это указывает пророк, алейхиссалату вассалам. Абу Зар, ради Аллаху та'аля ан, он говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, однажды ко мне обратился с вопросом. Он сказал: «Я Абу Зар, атара касрат аль-мали хуа аль-гина?» О, Абу Зар, ты думаешь, что когда много денег, много имущества, это богатство? Наам, я Расул Аллах. Да, у посланника Аллаха, говорит Абу Зар. Фатара киллат аль-маль хуа аль-факр? Ты думаешь, что когда мало денег, это бедность? Наам, я Расул Аллах. Да, у посланника Аллаха. Так большинство людей думает, что это богатство и это бедность. Но пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему: «Иннама аль-гина гина аль-кальб, валь-факру факру аль-кальб». Поистине, богатство это не иначе, как богатство сердца.
А бедность – это не иначе, как бедность сердца. И действительно, если у человека богатое сердце, богатое – это значит удовлетворенное сердце, довольствующееся сердце. Тогда даже если мало у человека денег, мало средств, он счастлив, потому что он удовлетворен тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля ему, тем, как распределяет Аллах Субхану ва Тааля ризк. А если у человека бедное сердце, вот это нищее сердце, тогда сколько ни дай этому человеку, все равно не насытится его сердце, и все равно будет он думать, что он обездоленный и что он несчастный. Поэтому получается у раба Аллаха, что вот это решение этой проблемы бедности сводится в основном к чему? К исправлению сердца. Вот тут. Нужно его исправить покорностью Аллаху Субхану ва Тааля, наполнив его иманом, и наполнив его упованием, и наполнив его удовлетворенностью и довольством. Далее у раба Аллаха, если вы посмотрите на Коран и Сунну и будете искать там, как решать проблему бедности, вы увидите, что там даны простые, но единственно верные решения. Как решать эту проблему бедности? А первое, на что указывает, к чему нас направляет наша религия, чтобы избавиться от бедности. В решении этой проблемы, первое, к чему нас направляет религия для решения этой проблемы, которая мучает сердца многих, это понимание одной важной истины у раба Аллаха. Важная истина, которую вроде мы все с вами знаем эту истину, но мало из нас кто осознает эту истину. А эта истина заключается в том, что раб, он должен быть убежден абсолютно в том, что все в руках Аллаха Субхану ва Тааля, и Раззак, тот, кто дает тебе ризк и пропитание, это тот, который на небесах. Тот, который над небесами, Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Ва фис самаи ризкукум ва ма туадун». И на небесах ваш ризк, ваш удел и то, что вам обещано. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Я айюхан нас узкуру ни'мат Аллахи алейкум». هل من إله غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم. О люди, вспомните дары Аллаха к вам. Разве есть Творец иной, кроме Аллаха, который дает вам ризк, дает вам пропитание? И много других аятов, которые нам на это указывают. Твой Господь, Он, который сокращает и распростирает. Он, который опускает и поднимает. Он, который возвеличивает и унижает. Он, который дает и лишает. Это все в его руке. Нет у него в этом сотоварища и соучастника. И поэтому, значит, правило, как исправить это твое положение. Ты твердо верь в Аллах Субхану ва Тааля и уповай только на Него. Потому что от Него твой ризк. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Нет ни одного живого существа. Нет ни одного живого существа на земле, чтобы Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Аллах не взял на себя пропитание этого существа. И Он знает место обитания этого живого существа и место его упокоения. Значит, вот надо в сердце своем, первое, что ты должен сделать, чтобы избавиться от бедности, укрепи вот это вот осознание, что все зависит только от Аллаха, твой ризк у Него, и, значит, прибегай только к Нему, и от Него только чувствуй твою зависимость. И, субханаллах, это дает действительно блаженство для твоего сердца, потому что это дает покой. И это дает независимость. Вместо того, чтобы привязываться к творениям и уничижаться перед творениями, и быть подобострастным в отношении творений, ты уничижайся перед Творцом и привязывайся только к Нему. Ты стучись в правильные двери. Нужно стучаться в правильные двери и уповать на того, кто достоин упования. А если уповаешь на Аллах Субхану Тааля по-настоящему, раскрывает Аллах Субхану Тааля для тебя двери ризка и облегчает для тебя. Оттуда получаешь, откуда ожидаешь, и оттуда получаешь, откуда не ожидаешь. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Кто боится Аллаха, тому дает Он выход. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ лَا يَحْتَسِبُ. И дает ему пропитание оттуда, откуда он не ожидает. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. А кто уповает на Аллаха, тому его достаточно. Второе, к чему побуждает наша религия, чтобы избавляться от бедности? Вы скажете, это банальные вещи, мы и так их знаем. Знаем, но только внешне, но не осознаем. А второе, у раба Аллаха, это аль-амаль. Это работа. Ислам побуждает нас с вами работать. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фамшу фи манакибиха ва кулу мин ризки, ва илейхи нушур». Ходите по краям земли и ешьте из
пропитание, которое дает Аллах, и к нему возвращение. И рассказывая про этот намаз, салатуль джума, намаз джума, Аллах субхану ва тааля говорит: «Фаиза кудиятис саля фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллах». Когда заканчивается намаз, расходитесь по земле и ищите от милости Аллаха, ищите. Поэтому человек в этом вопросе, он должен быть активным, он должен быть старательным, усердным. Нужно быть далеким от нерадивости, от вялости, от пассивности, от слабости, от ленности, которая поражает многих из нас. Даже если у тебя может быть мало денег. То есть тебе в оборот-то пускать особо нечего. Но знай, что мало, но при активном труде, старательном и подлинном уповании на Аллах Субхану ва Тааля, это малое превращается в большое потом. Это закон Аллаха Субхану ва Тааля. И эта религия, она осуждает человека, который просит у людей и не хочет трудиться и работать и стараться. Пророк, алейхиссалату вассалам, разъяснил это. Пришли два человека к нему из ансаров. Пришли к пророку, алейхиссалату вассалам, чтобы попросить садака, чтобы что-то из имущества милостыни дали им. Пророк, алейхиссалату вассалам, поднял на них глаза, посмотрел, увидел, что это сильные, здоровые люди. Он сказал им: «Ин ши'тума атайтукума, валя тахиллю ли ганийин, валя ли кавийин муктасиб». Если хотите, я вам дам. Дам садака. Но не дозволена она, не халяль она для богатого, то есть который не нуждается, и не дозволена для того, который сильный и имеет возможность зарабатывать сам. Имеет возможность работать. То есть ислам, он пришел, побудив нас с вами к труду. Наоборот, предостерегая нас от безинициативности, от нерадения, от ленности. Поэтому труд с настоящей опорой на Аллаха, доверием Аллаху и упованием на Него. Третье, как решать проблему бедности. Третье, о рабы Аллаха. Это человек, у которого мало средств, он должен быть умеренным. Экономия и умеренность. Много людей, денег нет, имущества мало, но, маша Аллах, он живет не хуже, чем тот, и тратит не меньше, чем тот, у которого есть средства. Занимает, берет деньги в долг, он считает, что да, он не должен отставать. Нет, раз у тебя мало, значит довольствуйся тем, что есть. Тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля. Не заглядывайся, не засматривайся на то, что есть у других людей, у которых много имущества. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя татаманнау ма фаддаля Аллаху бихи ба'дакум аля ба'д». И не желайте того, в чем Аллах отдал одним из вас предпочтение перед другими. Умеренность, экономия. Довольствоваться тем, что дал тебе Аллах Субхану ва Тааля. Не заглядываться на тех, у кого больше. И не равняться по ним в своих расходах. И четвертое, к чему побудил ислам, это, конечно же, дуа. Прибегать к Аллаху Субхану ва Тааля от бедности. Да, бедность, она может быть причиной униженности человека и проблем человека. Поэтому прибегай к Аллаху Субхану ва Тааля от бедности, но никто тебя не защитит от бедности, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. «Ва фис самаи ризкукум ма туадун», на небесах ваш удел и то, что вам обещано. И пророк, алейхиссалату вассалам, от него передано, что он обращался к Аллаху Субхану ва Тааля с дуа: «Аллахумма инни аузу бика миналь факри валь киллати ва зилля». О Аллах, я прибегаю к тебе миналь факри, от бедности, валь килля, недостатка, ва зилля, и от униженности. Далее, каждый день, утром и вечером, по 3 раза, утром и вечером, по 3 раза говорил пророк, алейхиссалату вассалам: «Аллахумма инни аузу бика миналь куфри валь факри. Аллахумма инни аузу бика мин азабиль кабри ла илляха илля ант». О Аллах, поистине я прибегаю к тебе за защитой от куфра, от неверия и от бедности. О Аллах, я прибегаю к тебе за защитой от мучений могилы. Ля иляха илля ант. Нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме тебя. По 3 раза, каждый день, утром и вечером. Вот тебе средства. И далее, рабы Аллаха, в конце хутбы скажу такую вещь. Многие люди думают, что если Аллах дает кому-то много имущества и денег, значит, этот человек почтенный у Аллаха, и он любимый раб Аллаха. А если, наоборот, кому-то Аллах суживает его ризк, его пропитание, значит, этот человек презренный у Аллаха Субхану ва Тааля, непочтенный. Вот распространено это мнение среди многих людей невежественных.
И так и говорят, возлюбленный раб Аллаха это. Почему? Смотри, сколько у него денег, сколько у него имущества. И Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом в Коране. Аллах говорит, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Но человек таков, что когда Господь его испытывает его, оказывая ему милость и одаривая его благами, имуществом, он говорит, Господь мой почтил меня. А когда Господь, Аллах, испытывает его, ограничивая его в пропитании, в ризке, в достатке, он говорит, Господь мой унизил меня. Это то, что говорят люди, и то, что думают люди. А дальше следует фетва от Аллаха Субхану ва Тааля, небесная. Ответ. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Калля». Нет, не так. Не так на самом деле. Не обязательно, что тот, у кого много денег, он почтенный у Аллаха, а тот, у кого мало имущества, он презренный у Аллаха. Это не так. И то, и другое, и богатство, и бедность, не иначе, как испытание. Поэтому сказано здесь в аяте, испытывает Господь человека. Абиталяху. Это испытание. Богатый испытывается Аллахом на благодарность Ему. Бедный испытывается Аллахом на терпение. И только один человек во всем этом оказывается в выигрыше и получает успех. Это верующий человек. Верующий человек, который, когда приходит к нему богатство от Аллаха Субхану ва Тааля, он благодарен, и это для него хайр, это благо. И когда приходит бедность, он терпелив, и это для него благо. И получает он награду, удостаивается, награду благодарных, или получает награду терпеливых, а это великие награды. И мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он всех нас с вами направил к тем словам правильным и к тем праведным деяниям, которые любимы Ему и которыми Он доволен. И просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он привел в порядок все наши дела, наше положение во всем, чтобы не поручал нас Аллах Субхану ва Тааля нашим душам, нашим нафсам даже на одно мгновение. Аллахумма салли аля Мухаммад, ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим, ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Ва барик аля Мухаммадин, ва аля али Мухаммад, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وذهاب وزوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ونعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.